Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер. Меня зовут Дидар Қапанқызы. Я веду канал для изучения казахского языка. Сегодня у нас 4-й урок. Тема урока – вопрос «Қандай?» Какой? Цель урока – учимся отвечать на вопрос «Қандай?», используя личные окончания. Вначале, как обычно, предлагаю послушать фразы, которые часто встречаются. Рахмет. Спасибо. Рахмет. Кешіріңіз. Извините. Простите. Кешіріңіз. Оқасы жоқ. Ничего страшного. Без проблем. Оқасы жоқ. Ештеңе етпейді. Ничего страшного. Не переживайте. Ештеңе етпейді. Переходим к основной теме. Сегодня мы будем хвалить себя и других. Вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?» на казахском передается одним словом «қандай», так как прилагательные в казахском языке не меняются по родам и числам. Если вы хотите сказать «хороший человек», это будет «жақсы адам». Хорошая девушка – жақсы қыз. Хорошие ученики – жақсы оқушылар. Как видите, везде слово «жақсы» не меняется. А теперь познакомимся со словами, описывающие человека. Слово «жақсы» мы уже знаем. Дальше. Адал – честный. Адал. Әдемі – красивый. Әдемі. Ақылды – умный. Ақылды. Білімді – образованный. Білімді. Еңбекқор – трудолюбивый. Еңбекқор. Ашық – открытый. Ашық. Әдепті – вежливый. Әдепті. Сабырлы – спокойный. Сабырлы. Қарапайым – скромный. Қарапайым. Күшті – сильный. В другом контексте – лучший или прекрасный. Күшті. Үлкен – большой. Кішкентай – маленький. Кішкентай. Если вы хотите ответить на вопрос «ол қандай?», какой он или она какая, вы просто выбираете нужное слово. Например, «ол қандай?» – ол ақылды. «Ол қандай?» – ол әдемі. «Ол қандай?» – ол ашық. И так далее. Ну а если вы хотите сказать о себе, то обязательно надо будет добавить личные окончания первого лица. Мен жақсымын. Жақсымын. Я хороший. Либо я хорошая. Дальше. Мен ақылдымын. Ақылдымын. Мен әдемімін. Әдемімін. Мен білімдімін. Білімдімін. Мен еңбекқормын. Еңбекқормын. Мен ашықпын. Ашықпын. Мен әдептімін. Әдептімін. Мен
Сабырлымын. Сабырлымын. Мен қарапайыммын. Қарапайыммын. Мен күштімін. Күштімін. Мен үлкенмін. Үлкенмін. Мен кішкентаймын. Кішкентаймын. Как вы заметили, в основном идут личные окончания «мын», твердый вариант, и «мін». Кроме слова «ашық». Ашық – «пын». «Пын» почему? Потому что слово «ашық» оканчивается на глухой согласный «х». Ашық – «пын». И еще обратите внимание на слово «қарапайым». Қарапайым оканчивается на букву «м», и окончание начинается на букву «м». Получается «қарапайым мын». 2 буквы «м». Ничего не убираем. Прослушайте эти слова несколько раз, чтобы запомнить на слух. А теперь давайте закрепим тему. На экраны будут выходить картинки и нужные слова. Вы должны будете ответить на вопрос «Ол қандай?», «Он какой?» или «Она какая?». Как? Получилось? Теперь варианты ответов. А теперь попробуем ответить на вопрос «Мен қандаймын?». Мен қандаймын? Я какой, либо я какая? Смогли ответить? А теперь сравните варианты ответов. Спасибо. Повторяйте эти упражнения несколько раз, пока вы не запомните слова и не отработаете окончания. После урока можете отправить нам свои ответы и комментарии. Заранее спасибо. А тем, кто хочет пополнить свой словарный запас, напоминаю, что у нас на канале есть несколько видео, прилагательные для описания человека. Здесь вы можете найти синонимы, антонимы прилагательных и другие активные слова. Выбрав нужное слово, добавьте окончание, личное окончание и говорите о себе и о других. Приятного просмотра! На этом все. Жду вас в следующем занятии. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.